Хорошая новость для всех таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в будущем будет развиваться ситуация с сжиженным газом в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Таджикистан намерен расширить список импортеров сжиженного газа. Об этом журналистам рассказал министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. По его словам, сейчас основные поставщики топлива для Таджикистана – это Россия и Казахстан. Теперь в республику поступит больше газа из Туркменистана. Недавно страны заключили соглашение, по которым Таджикистан сможет получить неограниченный объем указанных ресурсов, подчеркнул Джума. А как вы относитесь к такой перспективе? Если неограниченное количество, значит больше не будет с ним дефицита и, возможно, цены будут падать и держаться длительное время на уровне. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Он отметил, что в 2021 году республика уже получила от соседней страны 5000 тонн сжиженного газа. Всего Таджикистан импортировал 410 тысяч тонн топлива, 360 тысяч тонн из которых везли из Казахстана. Остальной объем сжиженного газа поступил из России. Отметим, что этот вид топлива один из самых востребованных для водителей. Сжиженным газом заправляют около 50-60% автомобилей. Сейчас 1 литр топлива на АЗС Таджикистана в зависимости от региона страны стоит от 7,2 до 7,6 самани. Ранее специалист антимонопольной службы республики Хабиб Абдулазода рассказал, что в стране намерены наладить добычу природного газа. Он указал на проблему высоких цен на этот вид топлива в Таджикистане. В такой ситуации природный газ станет хорошей альтернативой сжиженному, считает специалист. Напомним, что в конце 2020-го в Худжанде состоялась церемония запуска узбекского газа. Город получил топливо спустя 10 лет перерыва. Директор компании-поставщика Сугдионгаз Абдухаким Суфиев отметил, что в первую очередь газ поступит на предприятие, а потом его получат местные жители. Однако у населения до сих пор нет доступа к дешевому топливу. А как вы думаете, теперь-то ситуация наладится? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!